Физкультурно-оздоровительный комплекс сельского поселения Кантышево можно по праву считать рекордсменом среди ФОКов нашей республики по проведению турниров и соревнований. А также за всю свою богатую историю развития этот спорткомплекс выпустил десятки мастеров и сотни кандидатов в мастера спорта по самым различным спортивным дисциплинам. Развитие массового спорта – одна из приоритетных задач стратегии развития Республики Ингушетии. Эта работа предусматривает строительство и модернизацию физкультурно-оздоровительных комплексов, специализированных залов и установку небольших спортивных объектов. Главная цель – дать возможность заниматься спортом как можно большему числу жителей региона. Физкультурно-оздоровительный комплекс сельского поселения Кантышево начал свою работу с 2001 года. Спорткомплекс включает в себя многофункциональный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта, фитнесом и раздельные зоны для занятия такими единоборствами, как бокс, дзюдо, борьба и кикбоксинг. Отдельный сектор отведен для тяжелой атлетики и арт-спорта. В секции бокса можно быстро и эффективно набрать спортивную форму и освоить азы ведения боя. Ведь здесь работает один из лучших тренеров республики, в честь которого не раз звучал гимн России на самых престижных международных соревнованиях. Боксом занимаюсь уже 3 года. Я узнал, что нашим тренером будет Аюп Арсаев, и поэтому пришел сюда. Рассказал ему дома, что хочу пойти в бокс, мне разрешили. Я участвовал на 2 республиках, 2 раза республика была, и 2 раза первую. Сейчас я отобрался на СКФО. Мы готовимся уже с числа 15 у нас СКФО. Мы с тренером Аюп Арсаевым готовимся каждый день. Когда я начинал, мне было очень тяжело. Впервые, когда я сюда пришел, мы спарринговались, было очень тяжело. Потом мы начали тренироваться усердно, 5-6 месяцев, стало легко участвовать в соревнованиях. Я бы хотел поблагодарить моих тренеров за то, что они готовят, помогают побеждать и так далее. Аюпу Арсаеву и Гасару Рустаму. Отличный тренерский состав, очень профессиональный подход к процессу тренировок, чувствуется большой соревновательный опыт. Изучить основы бокса или увеличить силу удара, подтянуть работу ног, отработать защиту или просто привести себя с помощью бокса в оптимальную форму – всего этого можно добиться, подобрав оптимальный план занятий с учетом уровня подготовки и задач, которые спортсмен перед собой ставит. Начиная с самого малого, эти мальчишки понемногу приближаются к своей мечте. В каждом из них живет чемпион, и награды, которые они завоюют, будут, возможно, гораздо важнее олимпийских. Когда я выбирал, каким спортом заняться, я выбрал бокс, потому что мой дядя Арсаев Аюп был чемпионом по этому виду спорта. И он мой кумир. Я хочу стать таким же успешным спортсменом, как и он. Бокс дает хорошее развитое тело, скорость, выносливость. Занимаюсь я уже 3 года. В соревнованиях был 1 раз. Занял 3-е место на республиканском первенстве. Спорт дал мне хорошее физическое тело, уважение среди своих наверстников и мечту стать олимпийским чемпионом по боксу. Я хотела бы, чтобы все пацаны с нашего села ходили в спортивные секции, не только бокс, но и другие разные секции. В нашем ФОКе есть все условия для этого. Из общего числа спортсменов более 80 человек являются кандидатами и мастерами спорта России по самым разным видам спорта. На сегодняшний день, согласно журналу посетителей, в ФОКе занимается 536 человек. Каждая из этих секций поможет повысить иммунитет ребенка, сделает его дисциплинированным и более коммуникабельным. Например, дзюдо – одна из самых популярных боевых и спортивных дисциплин в стране. Занятия в этой спортивной группе проходят под руководством заслуженного тренера и основателя школы дзюдо и самбо в Республике Ингушетия Яхьи Бережкова.
Любой дзюдоист должен уметь выявить слабые и сильные стороны соперника, быть мужественным, проявлять настойчивость в борьбе, с уважением относиться к другим людям. В отличие от большинства западных видов борьбы, делающих ставку на собственную силу борца, в основу дзюдо положен принцип максимального использования силы противника. Раньше я ходил в это дзюдо, и когда я сюда шел, мне папа говорил, надо еще боксом заниматься, надо немножко научиться, и я перешел в бокс. Потом, когда я научился боксу, когда мне стало 10 лет, я из бокса ушел. Я хотел заниматься потом дзюдо. И я пришел сюда, потому что хотел заниматься и стать чемпионом Ингушетии. У нас в Ингушетии много секций дзюдо, много школ дзюдо. Но я пришел сюда, потому что тут тренер Миршков Яхья, самый первый, кто начал заниматься дзюдо в Ингушетии и принес нам победу. Поэтому я хочу тренироваться здесь. Я хочу, чтобы много парней ходили сюда. Нас тут немного, но я хочу, чтобы мальчишки, парни, все ходили сюда и занимались здесь. Занятие дзюдо позволяет обучающимся оценить свои возможности в данном виде спорта, получить жизненно важные навыки, такие как скорость, силу, двигательную реакцию, умение группироваться при падении, способность постоять за себя. Я 13 лет был главным тренером сборной Казахстана. Казахстан – большое государство. И там у нас была высшая олимпийская школа. И вот я там старшим тренером был. Опыт большой. Много я стран повидал, поездил. Были чемпионы Европы, мира. И сейчас у нас есть хорошие мальчики. Но почему я здесь работаю? Это я здесь родился, в этом селе Кантышеве, в 1942 году. И как-то мне ближе кажется мое село, моя маленькая родина. И вот на старости лет меня сюда потянуло больше работать в родное село.
Здесь работал я уже со дня основания этой ФОКа. Ну, результатов особых здесь нет у нас, ну так, призеры России, там, призеры мира есть пацаны. Они, правда, в Назрани там в основном тренируются. Поэтому как-то я здесь работаю уже лет около 20 в последнее время. Как я приехал из Казахстана, с того времени почти я работаю здесь. Пользуясь случаем, я не могу не задать вопрос, что вы думаете о положении дзюдо на сегодняшний день, чем можно гордиться, а над чем еще нужно работать, какие плюсы, минусы? Дзюдо у нас в республике сейчас на хорошем уровне. Никогда в истории Ингушетии не было столько сборной команды России. Где-то человек 13-14 сборной команды России, наши спортсмены, призеры, чемпионы республики, там, России. Вот, и международный турнир, гран-при и так далее, Европа, мир. Столько у нас спортсменов хороших. Молодежь, мы, правда, главное внимание обратили на эту взрослую команду в свое время. Эта команда у нас хорошая стала, а молодежь немножко мы упустили. Вот на прошедшем России у нас один только призер, вторым стал один мальчик. Вот. Ну вот сейчас, которые подрастают у нас, юноши, очень хорошие тоже. Должны хороший толчок дать. В общем, желающих дзюдо очень много, и тренеров много. В общем, на хорошем уровне у нас дзюдо сейчас. Над чем нам еще нужно работать? Что нужно еще, в каком аспекте еще нужно вот развивать дзюдо? Чего не хватает в нем? Вообще, дзюдо, вот я когда в Казахстане работал, у нас на каждого спортсмена составляли индивидуальный план. Вот. Когда ему надо нагружаться, когда надо спад делать, когда какие движения, когда ему скоростную работу давать, когда физическую работу давать, на выносливость как работать. Вот этого вот плана у нас нету в республике. Без плана работать стихийно так далеко не уедешь, так говорят. Поэтому планировать надо работу. Без работы партери со стойки, как бы ты ни хорошо не боролся, партер попал, раз тебе глушили там или болевой сделали, и все, твоя борьба пропала. И все, ты проиграл чисто. Поэтому, если даже спортсмен сам не делает болевые удушающие приемы, или партер работает, не работает, но он должен хотя бы уходить, засчитаться, должен уметь. А то как беспомощный цыпленок иногда вот мальчик попадает в партер и проигрывает. Вот над этим нам надо работать. Я это даже говорил, но молодежь немного по-своему думает. Я думаю, многие, услышав об этом, конечно, возьмут на заметку и внесут, наверное, вот эти вот коррективы, да, в свою работу, потому что ваши советы дорогого стоят. В конце я хочу предоставить вам слово, с которым вы можете обратиться. Я бы хотел, когда наше дзюдо расцветает, мне это очень радостно бывает на душе. Когда кто-то выигрывает медали, мне кажется, какая-то часть, там, моя доля в этом. Потому что я начинал здесь это дзюдо, и это, можно сказать, моя школа здесь, в Ингушетии. Вот. Это во-первых. Во-вторых, вот когда я начинал работать, в те годы не было возможности, не было ни залов, ни душевых, ни формы, ни денег, чтобы уехать куда-то на сбор, там, на это. Сейчас залы очень много у нас, около много, во всех селах почти. Дворцы спорта построены. Дворец спорта вот недавно, буквально год, два, три построили. Возможности есть, поэтому и дзюдо у нас хорошо развивается. Уже за первый квартал 2019 года воспитанники ФОКа приняли участие в 12 соревнованиях республики, СКФО и России. Завоевали 79 медалей, из которых 25 золотых, 26 серебряных и 28 бронзового достоинства.
На чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа в разделе «Full Contact» по кикбоксингу, проходивший в феврале этого года в городе Избербаш, Республике Дагестан, кикбоксеры, тренирующиеся под руководством Алихана Дзаурова и Магомеда Албакова, завоевали 4 первых места, обеспечив себе путевку на первенство России, которое пройдет в городе Иркутск уже в этом месяце. Основными функциями ФОКа сельского поселения Кантышева выступает организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для населения республики, соревнований по различным видам спорта, в том числе с участием команд с других городов и регионов, спортивных праздников, учебно-тренировочных сборов по заданию Министерства спорта, объединение детей и подростков, взрослого населения сельского поселения, спортивную группу, команду для проведения физкультурно-оздоровительной работы, организацию учебно-тренировочного процесса в соответствии с расписанием занятий, оказание различных услуг спортивной направленности с целью удовлетворения потребностей населения в физической культуре, оздоровления организма и организации содержания досуга. Родители, которые заботятся о здоровье своих детей, с малых лет отдают их в секции и спортивные клубы. Тренировки помогают развить силу, ловкость, выносливость, выпустить пар и направить энергию в правильное русло. Несмотря на обилие разнообразных стилей и направлений в мире единоборств, кикбоксинг не теряет и сегодня своей популярности и завоевывает все больше поклонников во всем мире. Мне нравится кикбокс, потому что здесь работает ногами и руками. Это очень хорошо. И здесь ребята очень дружные, добрые. И здесь тренер очень хороший. Раньше я занимался боксом, а потом мне отец сказал, что перейти в кикбокс, а я это не пожалел. Здесь мне очень нравится. Здесь все есть. Каждый, любой мальчишка, где живет в селе, может здесь прийти, заниматься боксом, кикбоксом. Я очень благодарен своему тренеру. Он меня научил кикбоксу. И я хочу дальше заниматься и быть на соревнованиях. Школы кикбоксинга предлагают все больше различных направлений и видов. Тем не менее, существует не так много секций, где можно получить реальные навыки. Секция кикбоксинга должна отвечать основным требованиям, которые предъявляет к ней Федерация кикбоксинга Российской Федерации. В ФОКе сельского поселения Кантышева периодически проводятся республиканские турниры по кикбоксингу, в которых может принять участие спортсмен абсолютно любого уровня. В схватках сходятся представители почти всех школ и секций кикбоксинга Ингушетии. Каждый вид спорта хорош по-своему, потому что развивает силу воли, поднимает уровень физической подготовки, приучает к здоровому образу жизни. Помимо всего этого, боевые искусства дают еще и понимание определенных жизненных принципов, помогают воспитать спортсмена, и, пожалуй, именно этим они хороши для школьников. Этот вид спорта подходит всем. Главное – желание ребенка и заинтересованность родителей. Любой физкультурно-оздоровительный центр изначально предполагает большое скопление людей в одном месте, причем людей преимущественно бегающих, прыгающих и так далее. Это означает, что на все конструкции и системы сооружения оказывается повышенная нагрузка, поэтому ФОК должен быть надежным, воздух чистым, а само пребывание в данном заведении безопасным. В этом спорткомплексе имеется также специализированный сектор тяжелой атлетики, где новичку не только покажут и расскажут, как правильно держать штангу, а сделают из него перворазрядника, кандидата мастера спорта, а также чемпиона мира. Здесь работают высококвалифицированные тренеры высшей категории, заслуженные мастера спорта. Вся нерастраченная энергия и здоровые амбиции тренерского штаба и руководства ФОКа направлены на возрождение ингушской тяжелой атлетики. Сегодня многим спортсменам приходится нелегко, лишь сплоченная команда способна довести атлета до высочайшего результата. Мы хотим осенью на Европу чемпионат мира, третий чемпионат участвует. Здесь я тренируюсь.
А тренер у меня Катиев Жамальник, Назрани. А потом я Назрани тоже занимаюсь. Там у нас бассейн, парной, все, там есть условия тоже есть хорошие. Пока я здесь начал заниматься, форму набирать. Для меня жим, тяга, присед здесь полно. По тяжелой атлетике, вот чемпионат России, вот готовятся тоже ребята здесь по двоеборье, а я по троеборье. Пара-лифтинг готовлюсь, с ними вместе готовимся, нормально. Условия все здесь отлично. Разняться можно, разминка, все здесь условия. Душ нормально, пожалуйста, хоть до 10 работай. Вот я пришел, сейчас тренируюсь, нормально, здесь никто не мешает, спокойно. Иногда здесь вообще зайти невозможно. Что первую смену, что вторую смену. Здесь дзюдоисты, здесь боксеры, какие-нибудь боксеры, штангисты, троеборцы здесь, парлифтинг. Здесь много кто тоже чемпионат в России готовится, они тоже где-то, по-моему, в июне и августе, не знаю. А я, скорее всего, в октябре или сентябре у нас, да, Ляндале, мы тоже в Европу. Я хочу готовиться хорошо, чтобы показать хороший результат. Я постараюсь, если получится, 280-300 тягу сделать. Не знаю, что получится, но хороший. Я сейчас в форме, без травм, без ничего, нормально. Чувствую прекрасно, алхамдулилlah. Работаем потихоньку, результаты есть, хорошие чемпионы. У нас много чемпионов мира, Европы есть, России есть. И молодежь хорошо идет сейчас, очень хорошо идет молодежь. Вообще, мастера спорта много у нас, международники есть. Отношение к этому виду спорта противоречивое. С одной стороны, занятия, нацеленные на поднятие тяжести, снова набирают популярность. С другой, существует ошибочное мнение, что такие упражнения вредят здоровью. Опасаться поднятия тяжести не стоит. Напротив, при гармоничном подходе нагрузки приносят пользу, а травматизм в тяжелой атлетике не больше, чем в любом другом виде спорта. В нашем ФОКе есть все условия для того, чтобы можно было выйти на турниры. Там есть весь инвентарь, то есть штанги, диски, все есть, тренажеры. Также есть профессиональные тренеры и другие ребята, с которыми можно позаниматься, у которых можно спросить что-то, набраться опыта. Я с детства не привлекал этот вид спорта, я решил посвятить свою жизнь ему. И пока у меня только есть 3-е место на республиканском турнире, 5 лет назад я взял. Но на этом я не намерен останавливаться, я хочу продолжить заниматься в этом ФОКе, выходить на более высокие турниры. И этот ФОК для меня как точка отсчета и к более высоким целям. Этот объект спорта давно уже стал центром притяжения для всех любителей спорта, активного здорового образа жизни и прекрасной стартовой площадки для спортсменов, которые достигли больших результатов в спорте и прославили нашу республику и страну на мировой арене. ФОК сельского поселения Кантышево объединяет команду профессионалов, нацеленных на выдающиеся результаты. И не обязательно быть спортсменом или стремиться им стать. Здесь рады приветствовать всех, кто хочет улучшить свою физическую форму, стать сильнее, выносливее, здоровее, открыть для себя новые способности своего организма.